Уважаемые товарищи, дорогие друзья, общероссийское голосование впервые пройдет в условиях войны, развязанной против нас натовцами. Запад решил, что наступил шанс покончить с Россией. Он мстит народу, который не удалось ни запугать, ни подкупить посулами. Мы все продолжаем мстить подвиги своих предков. Защитники Родины доблестно сражаются с вооруженным врагом. Запас прочности великой советской экономики позволил нам устоять. Страна получила надежду на новое возрождение. Президентские выборы – особое событие. У каждого есть возможность показать бюллетенем, за какой путь России он выступает. А Россия – это мы. И речь идет о судьбе каждого из нас. А когда вопрос стоит так, опасно считать, что от нашего голоса ничего не зависит. Да, власть окружила себя чистоколом административно-информационного давления, трехдневного электронного голосования. Однако эта стена неприступна только на первый взгляд. Народная мудрость не зря гласит: «Доброе братство дороже богатства». История доказала, сплотившись, народ творит чудеса. Не раз наша отчизна была на краю пропасти. Супостаты извне, изменники внутри рвали ее на части. Но Россия восставала из пепла и возрождалась. И спасали ее не отдельные герои, а достоинство и мужество всего народа. Это наши предки гнали Мамая с Куликового поля. Это они шли с Мининым и Пожарским освобождать Москву от поляков и боярского предательства. Это их дубина колотила непобедимую наполеоновскую армию. Это трудовой люд совершил социалистическую революцию и защитил Родину от алчных интервентов и белогвардейской измены. Под руководством коммунистов советский народ раздавил и фашистскую гадину. На трудовых массах держится Россия и сегодня. Даже самое злое предательство лихих 90-х не смогло сломить наш народ. Он одержал великую моральную победу над вселенской ложью и изменой. Распрямляя плечи, он показал всем, что жив и готов вести за собой униженных и оскорбленных на штурм оплотов несправедливости. Дел предстоит много, во власти еще полно тех, кто мешает возрождению Родины и тайно вздыхает о курорте Куршевеля. Множество проблем требует срочного решения. КПРФ всегда заявлял о них честно и вдумчиво. Мы вскрывали порочность либерального курса, наставили на полной смене подходов к развитию экономики и общества. Мы требовали и требуем поддержать науку и внедрять новые технологии. Ратуем за учителей, врачей, пенсионеров и многодетные семьи. Заботимся о подрастающем поколении. Помогаем героическому Донбассу, поддерживаем армию, флот, боремся с фальсификаторами истории, стоим на страже нашей великой духовности и культуры. Власть уже заимствует идеи и подходы КПРФ, но делает это робко и бессистемно. Важные перемены явно запаздывают. Власть все меньше рискует защищать гнилое ельцинское наследие. Однако огрызки этой эпохи, наследники Соросов и МВФ мешают движению вперед. Партия либерального реванша надеется торпедировать давно вызревший левый поворот. Для нас неприемлемо, когда бедные продолжают беднеть, богатые богатеть, а страна вымирать. Когда деньги выкачивают из России, когда пятая колонна продолжает плести свою предательскую паутину, когда Ельцин-центр все чадит, а памятники предателю Краснову поганят нашу славную российскую землю. Каждый должен знать, полумерами не обойдется. Чтобы выстоять в войне с Западом и побеждать, нужно полное оздоровление страны. Необходимы перемены на крепком фундаменте. Его создает программа Победы, программа нашей партии, программа Николая Михайловича Харитонова. Игнорировать необходимость левого поворота уже крайне опасно и невозможно.
И потому выборы президента – это не простая отметка в бюллетене. Это возможность сказать «да» лучшему и справедливому будущему. Николай Харитонов никогда не боялся говорить о проблемах, предлагал их решение. Чтобы Россия преодолела любые угрозы, нужно напряженно, умно и честно трудиться. Николай Михайлович – это цельная фигура труженика, борца, патриота. Она выкована созидательным духом советской эпохи. Представитель послевоенного поколения, он верен подвигу отцов, победителей фашизма. Уроженец сибирского села, он прошел все ступени трудовой лестницы, работал не за страх, а за совесть. В тяжелые годы Николай Харитонов стал голосом и рабочих, и крестьян, тех, кого ограбила антисоветская контрреволюция. Люди труда потеряли тогда многое, но сохранили честь и самые светлые идеалы. Это их совесть и принципы создают основу для возрождения нашей любимой Родины. Николай Михайлович никогда не прилипал к креслу, оставался человеком из народа, из трибуны Госдумы и на встречах с людьми он говорил правду, несет слово КПРФ, предлагает решение. Сегодня он вновь на острие борьбы вместе со всем Союзом народно-патриотических сил страны. Наш кандидат предлагает вернуть богатство страны народу, обеспечить прорыв в экономике, добиться реальной справедливости. Время доказало, коммунисты были правы. Капитализм – банкрот, от него пахнет войной и фашизмом. Будущее за социализмом. Только решив стратегические задачи, можно уверенно двигаться вперед. В их числе принципиальная смена курса, национализация стратегической отрасли, долгосрочное социально-экономическое планирование, решительный рост вложений в высокие технологии, науку и образование, прекращение вывода капитала за рубеж, всесторонняя поддержка народных и коллективных предприятий, усиление социальной защиты молодой семьи, пенсионеров, детей войны, повышение качества жизни в стране. Дорогие сограждане, программа Харитонова и КПРФ – это программа созидания и развития, мира и справедливости. Чем больше людей поддержит нас, тем скорее мы изменим жизнь к лучшему. Призываю вас отдать свой голос за труженика, патриота, борца, коммуниста Николая Михайловича Харитонова. Поиграли в капитализм и хватит. Голос за Харитонова – это голос за Родину, за социализм, за наше великое будущее.